Водные войны. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая война разгорается в нашем регионе и как это повлияет на Центральную Азию и, в частности, Таджикистан. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. На афгано-иранской границе 27 мая произошли столкновения между пограничниками двух стран, в результате которых погибли 3 человека, 2 иранских пограничника и 1 боевик движения «Талибан». В Тегеране заявили, что подобные конфликты не нужны ни одной из сторон и призвали избегать их в будущем. Любой конфликт между Ираном и Афганистаном приведет к стратегическим потерям для обеих сторон. Будьте начеку, заявил начальник Главного управления по Южной Азии иранского МИД Саед Расул Мусави, призвав избегать подобных столкновений в будущем. Стычка произошла на границе между иранской провинцией Систан и Белуджистан на юго-востоке страны и юго-западной афганской провинции Нимроз. Власти Ирана заявили, что талибы первыми открыли стрельбу. Талибан выступил со встречным обвинением. В связи с произошедшим Тегеран закрыл пограничный переход с Афганистаном. К 28 мая ситуация на границе нормализировалась, сообщают иранские СМИ. В свою очередь, Абдулхамид Харасани, представитель движение «Талибан» отреагировал на пограничные бои строгим предупреждением Ирану. Не стоит недооценивать нашу силу. Пока вы вступаете в сговор с западными державами, мы остаемся истинными мусульманами. С одобрения старейшин нашего Исламского Эмирата мы могли бы завоевать Тегеран, заявил он, подчеркнув решимость талибов. В попытке деэскалировать ситуацию Министерство обороны Афганистана тоже выступило за диалог как наиболее разумный путь к решению проблемы. Исламский Эмират считает, что продолжение мирных переговоров отвечает наилучшим интересам обеих сторон. Контрпродуктивно искать причины для войны, подчеркнули в министерстве. Столкновение произошло после того, как ранее в этом месяце президент Ирана Ибрахим Раиси предупредил талибов, чтобы они не нарушали права его страны на воду в реке Гельманд. Река длиной 1150 километров протекает по территории обеих стран. Тегеран обвинил талибов в нарушении договора 1973 года, по которому Афганистан обязался поставлять в Иран в среднем 820 миллионов кубометров воды в год и ограничений потоков в засушливые восточные районы страны. Кабул отрицает обвинение. К чему может привести этот водный спор, в том числе для Центральной Азии? Территория на юге афгано-иранской границы – это один из наиболее засушливых и бедных регионов двух стран, население которого критически зависит от вод реки Гельманд. Весной 2021 года тогда еще действующий президент Афганистана Ашраф Гани торжественно открыл плотину Камаль-Хан, лишив воды иранскую провинцию Систан и Белуджистан. Талибы продолжили политику предшественника в отношении главной артерии региона. В ответ Тегеран обвинил их в нарушении Ирано-Афганского договора о водных ресурсах 1973 года, а в самом Иране начались нападения на афганских дальнобойщиков. Медиазона рассказывает, как вода вновь стала предметом спора в Центральной Азии. В силу природно-климатических и историко-культурных особенностей региона от крупнейших рек Центральной Азии на протяжении тысячелетий зависела не только экономическая активность народов, но и их жизнь в целом. В условиях резко континентального климата с малым количеством осадков, ирригация земель, речными водами через систему каналов и керизов стала основой сельского хозяйства на территории всего региона еще несколько тысячелетий назад. С увеличением численности населения Центральной Азии, ростом площади возделываемых земель и строительством новых ирригационных сооружений закономерно выросло и потребление водных ресурсов. Сейчас до 90% всех водных ресурсов региона включено в хозяйственный оборот, главным образом в аграрном секторе. Помимо сельского хозяйства, вода играет ключевую роль в обеспечении региона электричеством. Доля ГЭС оценивалась экспертами РСМД в треть от общего объема вырабатываемой странами Центральной Азии электроэнергии, а региональный гидроэнергетический потенциал – 460 миллиардов киловатт-часов в год. Наиболее обеспечены гидроэнергетическими ресурсами страны, где русла рек проходят по горной местности с большим перепадом высот, это Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан. В них же располагается подавляющее большинство мощностей ГЭС региона. При этом особенности питания рек Центральной Азии создают
диспропорции в обеспеченности водными ресурсами стран региона. Амударья, Сырдарья и Гельмент наполняются талой водой ледников Памира, что дает преимущество странам, расположенным выше по течению в горах. Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан обладают эксклюзивной возможностью регулировать сток воды из плотин своих ГЭС, в расположенные ниже по течению Узбекистан, Иран и Казахстан. Таким образом, расположенные в горных массивах Памира страны заинтересованы в развитии именно гидроэнергетического потенциала рек, в то время как страны в плодородных низинах стремятся к максимизации стока воды для ирригации сельскохозяйственных почв. В дихотомии интересов стран, расположенных выше и ниже по течению рек с Центральной Азии, и заключается водная проблема региона. При этом стоит помнить, что конфликты из-за воды, в том числе вооруженные, возникали и между странами региона, сравнительно богатыми водными ресурсами. Так, противостояние между таджикистанцами и кыргызстанцами из-за вопросов водопользования в 2021 году вылилось в вооруженный конфликт с десятками погибших с обеих сторон. Вода для Центральной Азии – наиценнейший ресурс, а водная проблема – одна из основных факторов, осложняющих диалог между государствами, несмотря на международные договоры. И это влияет на каждую страну из Центральной Азии. Как вы относитесь к такой ситуации? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!